Это механические лавовые двери, а это автоматический тир. Да что вообще происходит? Это что, зеркало? Да, это зеркало. В этом видео я вам покажу самые интересные лайфхаки из тиктока в Майнкрафте. Хорошая сегодня погодка в Майнкрафте выдалась, я с двух сторон и сломал по блоку, и строятся они максимально просто, потому что полностью пропорциональны. Что мы делаем с одной стороны, то должны повторить и с другой. Ставим здесь по 3 редстоуна с двух сторон, понятное дело. Берем липкий поршень, посередине ломаем вот такую линию и ставим 2 липких поршня, а также вот в этих местах также ставим по липкому поршню. Берем редстоун повторитель, ставим с этой стороны 2 и, конечно же, с другой стороны тоже ставим по 2 липких поршня. И как будет заключаться наш механизм? Во-первых, нам нужно еще взять блоки из камня и ставим их над липкими поршнями снизу, а также сверху. Когда мы будем активировать, эти блоки будут выезжать, мы сможем с легкостью проходить. Благодаря вот этим поршням липким наш механизм будет работать намного быстрее. Это нам нужно, конечно же. И теперь на эти каменные кирпичи нужно поставить по 3 липких поршня с обеих сторон. А наверх на липкие поршни нужно поставить раздатчик, с помощью которого будет прокладываться наша лава. О, странно выразился, конечно, прокладываться лава. Говорят, не знаю. Напишите в комментариях, если что. Оба раздатчика нужно положить по пустому ведру, в который как раз таки и будет возвращаться лава. Теперь закрываем вот с этой стороны блоками, с другой стороны также закрываем блоками. В этом месте ставим вот 2 блока и все практически. Берем плиту и проводим редстоун сигнал к раздатчику. С этой стороны поставили 3 плиты и с другой стороны. И на каждую из них ставим по редстоуну. И с другой стороны. Да-да, осталось только залить лаву, установить 2 кнопочки, и наш самый интересный механизм готов. Проверяем, чтобы точно никуда лава не залилась и ничего не сломала, не подожгла. Да, так и будет прекрасно. Заметили, что это же дерево, надеюсь, оно закаленное и не сгорит. Ну что, берем 2 кнопки, поставили и проверяем. Это просто знаменательный момент. Нажимаем и та-дам! Блоки выходят, лавы здесь больше нет, можем с легкостью пройти, ставим вторую кнопку, нажимаем и наш ход закрывается лавой. Здесь блоков нет, я нас посмотрим, там разливаться снизу. Я так рад, что все получилось. Это просто прекрасный механизм. Кстати, когда вы будете ставить блоки, не ставьте их вот здесь, вот там, здесь должно быть пустое пространство, это очень важно, а то вот это вот поднимется, и весь может поднимется, и что может быть не так, а нам не работало активно, часы, какой же это классный, и просто не увидели, что многие все побежали его строить. Ребята, не забудьте поставить лайк, если вам правда это понравилось. От меня это очень важно, чтобы вам понравилось. Напишите свое мнение по поводу первого механизма в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Да, я вижу, что здесь нет блоков. Меня тоже это немножко подбешивает. Но, в общем-то, мы идем дальше. Благодаря блоку, который не так давно добавили в Майнкрафт под названием Мишень, мы можем построить самый интересный тир, автоматизированный, который будет показывать наши победы. О, звучит интересно, я понимаю. Для него нам понадобится сначала дубовые доски, и мы должны добавить разметку. Вот здесь будет стоять мишень, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6 блоков. Вот в этом месте как раз таки будут стоять фонарики. Сделаны они будут с помощью редстоун ламп. Будут загораться, когда мы будем попадать по мишени и показывать, насколько мы точно попали в цель. А с другой стороны, мы сейчас сделаем механизм, который вообще будет максимально простой. Для него нам всего лишь-то понадобится редстоун компаратор. Поставили. Потом берем обычный репаратору. Важную часть, которую я хочу добавить, это фейерверки. И для них я поставлю раздатчики вот в этом месте. 6 раздатчиков. Выдаем себе фейерверки специальной команды, которую вы найдете в описании. И в каждый раздатчик с помощью колесика мыши подставку загружаем.
Фейерверки, потому что их понадобится очень много. Ведь этот тир станет настоящей точкой притяжения. Если вы играете с друзьями, вы сможете просто развлекаться в этом месте. Отходим, мы попытаемся хорошенько попасть. Смотрите, у меня получилось. Та-дам! А вот если я попал не в цель, то смотрите, загорелись всего лишь 3 лампочки. Давайте еще раз. Попал в цель, да, в серединку. И все получилось. Как прекрасно жить в этом мире, где ты умеешь играть в тир. Потому что в реальной жизни, даже не спрашивайте. Ну, понимаете, я вообще не умею играть в реальной жизни в тир. Но в Майнкрафте, да, сука, стрелять-то намного проще. Прекрасно. Фейерверк. Жизнь удалась. Ну, где мой приз? Ладно, я открою просто это. Мне будет достаточно. Спасибо большое. Можно реально устраивать настоящие соревнования с друзьями, с этим тиром. Хотя я бы даже хотел увеличить эти лампочки. Погрешность больше была видна. Но вот я не знаю, насколько работает повторитель. Компаратор, да, компаратор. Поставим здесь еще больше повторителей. Увеличим. Поставим раздатчики. И в каждый из них снова загрузим по фейерверку. Дело сделано. Стреляем еще раз. Вот я чуть-чуть не попал. Чуть-чуть попал. Вот 2 загорелось. Мне вот, например, он очень понравился и вызвал много интересных эмоций. Я думаю, вы сами это понимаете, ощущаете мою энергию. Так что напишите в комментариях, как вам этот механизм. Мне будет очень интересно почитать. Ну а мы идем дальше к зеркалу ожидаемому. Пока будет происходить строительство зеркала, я вам буду показывать еще несколько разных секретных построек. С вашего позволения, конечно же. Для того, чтобы построить зеркало в Майнкрафте, нам нужно взять какие-нибудь яркие светлые блоки. Ну или какие вы хотите. Для того, чтобы сделать ванную комнату. Например, мне очень нравятся кладки кварца. Я как раз таки его и возьму. Строим такое, как говорится, окно. Где-то в 5 блоков. Вот такое оно у нас должно получиться. Красивое, не так ли? И как раз таки вся ванна у нас будет из такого вот блока. Какого размера? Примерно 4, 5, 6, 7, 8 блоков. И вот так вот делаем такую комнатку. Пол можно сделать из белого сухого бетона. Мне очень нравится именно сухой бетон. Главное на него воду не пролить. Хотя эта ванна здесь всегда что-то разливается. Да как вот справиться с этим? Не понимаю. Вот просто. Ну ладно, все равно буду использовать сухой бетон, потому что захотелось мне так. Вот здесь как раз таки будет наше зеркало. Так что закрываем его голубым стеклом. Потому что зеркало, оно почему-то всегда кажется немножко голубоватым. Вот у меня такое представление. Нормально, да? И потом еще один слой такого же стекла мы накладываем. Берем очищенный искаженный стебель и делаем вот такой вот столик, где будут стоять всякие принадлежности, раковина. А раковину я хочу сделать, например, из ступенек темного марина. Да, нам нужно ее так вот перевернуть. Раковина будет большая, современная, и сразу заливаем туда водичку. Раз, 2, 3. Берем крюк, делаем здесь кран, можно даже 3 установить. Ну ладно, нам в принципе хватит и одного. Берем искаженный люк и делаем вот здесь такие полочки. Например, раз, 2, 3, 4, 5 блоков. И на них ставим много чего. Например, крюк можно поставить, сундук. Знаете, такая полочка, которая там просто стоит, когда украшает. Возможно, даже на нее никто ничего не поставит, никогда не возьмет с нее, потому что все-таки мы поставим. Делаем вот такое вот здесь освещение. Очень красивая лампа из черепашьих яиц и стержня энда. А также, что нам нужно? Какой-нибудь гриб можно поставить, почему бы и нет. Вот цветочный горшок, вот какие-нибудь такие мелочи. И еще один крюк. Крюки это как будто держатели, да, они приковывают к стене наши люки, чтобы все было, так сказать, по РП. Унитаз, ой-ой-ой, унитаз-то мы знаем, как делать. Сколько я раз вам уже его показывал. Ну ладно, мне несложно, покажу еще 500 миллионов раз. Ставим просто 2 кварцевых блока, кварцевую ступеньку, и это просто, знаете, такая очень простая версия унитаза, потому что мы делали еще получше, и вот как-то так вот сделали. Смотрите, когда мы нажимаем на кнопочку, эти люки активируются. Ну, в принципе, ничего страшного. Также поставим здесь вот такую вот плиту, да, потому что у нас, в общем-то, стиль такой кварц, искаженный, вот эти вот блоки разные. Рядом цветочный
горшок. И как думаете, что здесь должно находиться рядом с унитазом в цветочном горшке? Ну, это просто, знаете, такой стаканчик. Для чего? Вот напишите в комментариях. Берем кварцевые ступеньки и делаем ванну. Вот такая вот она у нас. Заливаем водой. Так, осторожненько, потому что вот это вот все работает так. Все, отлично. Ничего не вылилось, потому что у меня бывало такое. Черепашьи яйца поставим. Это как бы такие, знаете, крема, шампуни стоят. Также крюк. Это как кран. Ну и я думаю, все, да. Рядом вот здесь тоже черепашьи яйца. Только давайте вот 2 поставим. Здесь вот тоже, что можно еще? Цветочный горшок, в котором там будут храниться пасты зубные и так далее. И все, наша ванна готова. А в чем, как говорится, стекло? Теперь мы должны сделать такую же комнату, но только на другой стороне стекла. И получится отражение в зеркале. Вы представляете, это очень круто. Точно такая же комната готова. Последнее, что я хочу сделать, это дверь с 2 сторон одинаковую. На самом деле, я уже забыл, где настоящая комната, а где ее отражение. Правда, вау. Наверное, это может быть. Наверное, это может быть и нет. Правда, представляете, вот настолько похожие, ну, блин, похожие, одинаковые комнаты. Вы только взгляните, это просто красота. Только вот нашего отражения нет. Хотя, друзья мои, можно сделать. Вот стойка для брони. Поставили стойку для брони в этом месте. Нацепили на нее полный сет какой-нибудь брони, например, алмазной. Да, смотрите, под стиль всего, только без шлема. Шлем я забираю и надеваю голову Стива. Где голова Стива? А вот голова Стива. Надели. Все. И с другой стороны нам нужно сделать точно так же, чтобы, так сказать, все должно было. Отражение. Ой, без шлема. Зачем я шлем надел? И все. Та-дам, друзья. Какая красота. Это самое настоящее зеркало в Майнкрафте. И только так его можно сделать, чтобы это максимально было похоже. Прям настоящего отражения в Майнкрафте, конечно, не добиться, к сожалению. И что же, друзья, в этом видео я вам показал самые интересные секреты Майнкрафта, которые, кстати, я нашел в ТикТоке. Ох, ТикТок меня очень часто спасает, чтобы показать вам очень много всего интересного. Первый — это проход. Ой, я не могу, какой же он крутой. Вот все 3 постройки, которые мы сегодня сделали, настолько полезные и настолько пригодятся каждому. Развлечения, полезный вход, выход из лавы. Вот правда, он точно кому-то понадобится. Да всем. Я такой точно построю в своем выживании. А потом отражение, которые я, правда, признаю, строится не так уж и просто. Надо 2 целые комнаты построить. Но мне кажется, для одной ванны, вот только для ванны, чтобы сделать такое зеркало, почему бы и немного не заморочиться? Ведь правда выглядит очень интересно и точно будет вас всегда радовать и удивлять любого, кто будет заходить в вашу комнату. И что же, я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы хотите, чтобы я продолжил показывать вам все самое интересное, что есть в Майнкрафте.